Всем привет! На связи Вовн. Каникулы уже не за горами, и совсем скоро вы сможете выдохнуть после тяжелой сессии. А в подготовке же всегда нужно делать перерывы. Так что предлагаем вам немного отвлечься и посмотреть наш новый выпуск. Сегодня мы подготовили для вас что-то совершенно новое и необычное. Интересно? Тогда смотрите до конца. Меня зовут Влада Роман, и мы начинаем. В этом выпуске летние пробежки. Делаем разминку правильно. Образовательные интенсивы для школьников СГУ. Интервью с создателем серии комиксов и драм-мультфильмов Прокопием Улешовым. Наш подарок Сыктывкару ко Дню города. А вы знали, что совсем недавно отмечался Всемирный день бега? А еще наступило лето, и многие из нас теперь выходят на пробежку. Однако большинство забывает сделать перед ней разминку, про которую забывать нельзя. Как и какие упражнения нужно делать перед бегом, расскажет старший преподаватель физической культуры и спорта Сыктывкарского университета Николай Рубцов. Лора, здравствуйте, меня зовут Николай. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по подготовке к бегу в легкой атлетике. Начнем мы с общеразвивающих упражнений, самых простых. Исходное положение. Основная стойка, руки на пояс, наклоны головы, разомнем мышцы шеи. Наклоны вперед, назад, вправо, влево. Раз, два, три, четыре. Ноги шире плеч ставь. Вращаем плечи, разминаем плечевой пояс. 4 оборота вперед, 4 оборота назад. Повторяем. Похоже упражнение есть с прямыми руками, с разноименным вращением. Руки вверху, пальцы сжали в кулак. Правой рукой вращаем вперед, левой назад. Начали. Раз, два, три. В легкой атлетике руки работают прежде всего, да? Бег зависит, скорость бега от работы рук. И разноименно в другую сторону. И повторим один раз. Мышцы спины разминаем, туловище, повороты. Исходное положение, руки на пояс, разворот в одну, руки на пояс, разворот в другую, руки на пояс. Упражнение в правую сторону, на чьи. Раз. Разворот делают не полностью, выдох полностью не сопровождается во время поворота. Также и вдох, выдох, вдох. Ну и вращательное осевое вращение должно строго осевое, без наклона. Наклоны вперед, широкая стойка, ноги врозь, принимаем широкую стойку, ноги, кисти в замок, 6 наклонов вперед, раз, два, три, 4, выдох, выпрямились, повторяем, раз. Тазобедренный сустав разминаем, вся нагрузка во время бега лежит на голеностопном, коленном, тазобедренном суставе. Колено поднимаем вперед и отводим в сторону, вращая, опуская вниз, раз, подняли, отвели, приставили, раз, два. Следующее основное звено — это голеностопный сустав. Вращательное движение правой ногой. Амплитудно вращаем, чтобы чувствовать, что мы действительно растягиваем связочный аппарат голеностопа. Другой ногой. Теперь переминаемся с одной ноги на другую. Начали. Раз, два, три. Все, достаточно. Ноги встряхнули. Дыхание восстановим через сторону руки. Вдох. Выдох. Выполним упражнение мельницу. Широкая стойка, ноги врозь, руки в стороны. В наклоне выполняем мельницу к одной другой ноге с разворотом. Отлично. Ноги встряхнули. Теперь приступим непосредственно к выполнению спецбеговых упражнений по прямой. Они бывают разнообразные по своей значимости, по интенсивности, по сложности движений. Выполняем бег с высоким подниманием бедра. Как я уже обозначил, в беге основное это движение рук. Руками работаем вперед-назад, локти прижимаем к туловищу. Прямолинейное движение. Бедро поднимается вверх и держим себя на носках. Теперь на месте попробовали выполнить движение. Раз, два, три. Теперь я показываю, вы просто наблюдаете. Следующее упражнение – это бег захлестом голени. Бег захлестом голени, то есть голень на захлест выполняет назад. Стараемся пятками коснуться ягодиц своих. Туловище наклоняем вперед также. Вперед. Выполняем следующее. Передвижение приставным шагом. Становимся боком, выполняем приставной шаг в правую сторону, левую сторону. Достаточно. Следующее упражнение – бег с крестным шагом. Туловище мы не разворачиваем, разворачиваем таз, чтобы тазобедренный сустав работал. Держимся на носках, руки работают свободно, произвольно.
Упражнение «Семенящий бег по прямой». Приступаем. 1, 2, 3, 4. То есть носок всегда в опоре. Ну и в завершение попробуем выполнить небольшое ускорение. Левую ногу ставим вперед, правую сзади. Корпус наклоняем. Разноименная рука ближе к опорной ноге. И по команде, по хлопку, выполнению небольшой старт. На протяжении всего бега надо стараться держаться, если у нас короткие дистанции, на передней поверхности ступни. Если средние и длинные дистанции, то тогда уже включается перекат с пятки на носок движения. Да, ну и в завершении требуется, как правило, заминка, восстановительный элемент упражнений, чтобы привести организм, самочувствие в начальное состояние. Снизить пульс, растянуть мышцы, чтобы мышцы после нагрузки не болели на следующий день. Вот, ну и дать вообще организму спокойствие. Ноги шире плеч, выполним наклон, правой ноге наклон, беремся за голень, стоим в статике 5, 4. Вернемся, ягодичные мышцы растянем, колено на себя. Квадрицепс растянем, передняя поверхность бедра. Разноименная рука вперед. Ну и основную нагрузку у нас испытывает все-таки позвоночник, поэтому вытягиваем позвоночник. Руки в замок, ноги на ширине плеч, становимся на носки, вытягиваем, стоим 5, 4. Через сторону руки поднимем вверх, вдох, выдох, восстановим пульс, вдох, выдох. Ну на этом все. Тренировочный процесс подошел к концу. Спасибо за работу. Что это мы все о мероприятиях да о преподавателях со студентами? Пора бы уже и о школьниках поговорить. В нашем университете для них организуют летние образовательные программы. С 1 по 11 июня прошла первая сессия занятий. Подробности смотрите в сюжете Валерии Голубевой. Летняя образовательная программа для школьников – это совместный проект Ключевого центра развития детей Дом научной коллаборации имени Витязевой и Института дополнительного образования Сыктывкарского университета. Цель интенсива – вовлечение ребят в деятельность и знакомство с информационными технологиями и программами технического творчества. Мы предложили, то есть чем их можно занять на каникулах, это летние образовательные интенсивы, образовательные программы для школьников с 10 до 13 лет, программирование, на Scratch, робототехника и другие общеразвивающие занятия. Сейчас мы находимся на одной из программ «Увлекательная математика». Здесь ребятам рассказывают о том, как считали в древности. Для кого-то это возможность вспомнить школьную программу, а для кого-то узнать новые факты. А это занятие по робототехнике. Здесь школьники создают и программируют роботов из конструктора. В конце всей работы проходят мини-соревнования. Ребята проверяют, чей робот доедет до финишной полосы. Мне нравится ходить на площадке, чтобы не сидеть дома. Больше мне всего нравится программирование и робототехника. Вторая сессия интенсивов пройдет с 15 по 25 июня. Подробную информацию о новом наборе можно найти в группе во ВКонтакте Дом научной коллаборации имени Витязевой. Валерия Голубева, Полина Холодова, специально для Вузна. 10 июня свой день рождения отмечала киностудия анимационных фильмов «Союз мультфильм». Именно там сейчас работает выпускник нашего университета, создатель серии комиксов про СГУ Прокопий Улешов. В 2019 году он создал коллекцию артов и драм-мультфильмов, которая обрела большую популярность в интернете. Сейчас Прокопий живет в Москве, однако это не помешало нам связаться с ним. Поговорили о работе, проектах, рисунках и вдохновении. Прокопий, расскажи, пожалуйста, про свой творческий путь и как ты устроился в «Союз мультфильм». Достаточно много времени в своей жизни посвятил, скажем так, фанатству, разной гик-культуре, комиксам, анимации в том числе. И при этом я еще и сам рисую, но это для меня такое, можно сказать, хобби. Вот. И в какой-то момент эти картинки, которые я выкладываю в интернет, особенно вот серия с «Игрой престолов» в 2019 году, она набрала очень большой охват, большую популярность, и очень много людей обратило на нее внимание, в том числе и руководство студии «Союз мультфильм».
И, собственно говоря, они пригласили меня на экскурсию, чтобы посмотреть, как вообще студия живет сегодня. А потом, по итогам вот этого нашего общения в рамках поездки, предложили стать тоже частью команды «Союзмультфильма». Я немножко обдумал и, в общем-то, согласился. Чем ты занимаешься там? Я работаю в отделе маркетинга, мы занимаемся разными интересными спецпроектами в маркетинге, также активно работаем с отделом пиара, с отделом коммерческих проектов, вот, и с всевозможными партнерами. Вообще у меня основное направление работы – это диджитал, то есть все, что касается цифровой, скажем так, сферы, ну и там соцсетей, ну, то есть много-много. Вообще у меня должность звучит как менеджер специальных проектов. Что это вообще за проекты? Какая направленность? Могут быть офлайн активности, там, работа на фестивалях, это может быть онлайн, какие-нибудь там создание очередного стикер-пака совместного с какой-нибудь платформой, там, с ВКонтакте или с Одноклассниками. Рисунками ты занимаешься в свободное время? То, что я рисую, это в свободное время, и чисто как такое хобби. Где можно, например, увидеть твои работы, кроме Инстаграма? Кроме Инстаграма, не знаю, ВКонтакте, но в основном в Инстаграме. То есть Инстаграм, он такой более удобный для этого. На один проект сколько времени у тебя уходит? Это очень индивидуально, то есть это зависит от того, что это за проект. Последнюю вот свою крупную из таких серий, которая была посвящена Симпсонам, в декабре я ее опубликовал. Вот. На нее ушло чуть больше времени, просто потому что там, кроме непосредственно там процесса отрисовки, нужно было провести еще как небольшое такое исследование, пересмотреть вот эти вот старые мультфильмы, на которых основаны эти картинки, да, к которым я обращался, оттуда выцепить какие-то отличительные особенности, отличительные черты, и потом вот сделать такой микс. А где ты черпаешь это вдохновение? Источников вдохновения у меня достаточно много. Это могут быть и какие-то просто повседневные бытовые ситуации, но чаще, конечно, это медиасфера или комиксы, анимационные фильмы или просто кино. Какой у тебя проект с рисунками самый любимый? Ну вот как раз, наверное, этот с «Игрой престолов», потому что он меня и привел на работу на «Союзмультфильм», и я никогда бы не мог, конечно, об этом подумать, и никогда я особо не стремился к этому, хотя где-то вот на подкорке у меня всегда это держалось, что там прикольно было бы работать где-то в анимации, заниматься, быть близко работать вот как раз с мультфильмами. Вот. И, видимо, это все равно принесло свои плоды. То есть какой-то вот этот посыл, который был отправлен во Вселенную, он вернулся в таком виде. Большое спасибо, что ты нашел время, рассказал очень интересную информацию, поделился. Хорошего вечера. Пока. А вы заметили, что выход нашего выпуска совпал со Днем города? Специально к этому событию мы подготовили видеоприкол. Однако сделать собственный клип мы не успели из-за сессии. Зато на YouTube нашли песню про Сыктывкар отцов Чайбо и сняли на него пародию. Сыктывкар, там, где Сысала река впадает в Вычегду в 1780 году. Из села Усысала появилась столица региона Сыктывкар, про который нам Людмила не сломила язык, она написала песню об этом месте. Вместе споем ее, совче с тобой поем. Эй-йоу, эй-йоу. Сыв, ты в чё? Спросил мужичок. Мой город, ответил я, попивая сачок. Чтоб выговорить нужен особый запал. Запомни, мой город Сыктывкар. Накал страсти, СКТК гостей максимально принимает из любых властей. Биджа, он до ногой сейчас, свой час. Правильно подборка фраз, быть катая комия. Сыктывкар, только нам дорог СКТК. Город далеко от горы Сыктывкар. Есть и другие города, но рад немерено я по Сыктывкару, бродя Сыктывкар. Только нам дорог СКТК. Город далеко от горы
Сыктывкар. Есть и другие города, но род немерено. Я по Сыктывкару бродя. Рос, вырос, тут я. Сыктывкар, родина моя. Столица, коми края. Детство по сараям, в Читу загораем. Не за горами лето, фонтаны до рассвета. Вечно на вечном возле свечки или дома быта. Мы там, да, мы там. Я никогда не променяю на другие города. Я часть рабочего народа, сердце городу отдал. Его городу отдал. Сыктывкар, только нам дорог СКТК. Город далеко от города. Сыктывкар. Есть и другие города, но род немерено. Я по Сыктывкару бродя. Сыктывкар, только нам дорог СКТК. Город далеко от города. Сыктывкар. Есть и другие города, но род немерено. Я по Сыктывкару бродя. Ну как вам? Понравилось? Кстати, ссылку на оригинал мы оставили в описании. Если захотите сравнить, переходите и смотрите. На этом все. Но не спешите расстраиваться. Впереди вас ждет финальный в этом сезоне выпуск Вовна, подготовленный нашими коллегами-первокурсниками. А чтобы не пропустить его, подписывайтесь и ставьте уведомления. Отличных вам выходных и до встречи на следующей неделе.